Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Сегодня 14 декабря 2020 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. И мы вам расскажем, и я вам расскажу правду. Правду, которую вам почти никто не расскажет. Всех приветствую. Давайте поздороваюсь я с вами. И потихонечку приступим. Нох, ассаламу алейкум всем свободным людям. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Ва алейкум ассалам, нох. Салам алейкум, секрет Трамптер. Ва алейкум салам, все будет Ичкерия. Даст Бог, конечно же. Рональд Рейган, ассаламу алейкум. Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Максим Господарь, Аслан, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Максим, я вам тоже рад. Машоваль, говорит Рональд Рейган, Дейли, салам Машоваль. Так, файтер на месте, салам ночи, шалом, файтер Израиль. Вильпес инкульта, ассалам алейкум, ва алейкум ассалам, чату, ва алейкум салам, вильпес инкульта. Так. Я, наверное, не выключил звук на телефоне. Одну минутку. Да. Я его не выключил. Сегодня мы обсудим очень интересную тему. Да, очень интересную тему. Немо, ва алейкум салам, Машвой. Питер Вольф, ва алейкум салам. Шайвек Машвой. Всем рад. Валлахи рад. Смотрите, очень интересная тема. Как мы знаем, Алексея Навального отравили. Попытались отравить, вернее, отравили, попытались убить. Убийство не удалось. И сегодня Алексей Навальный на своем канале выпустил видео, где он рассказывает подробно, называет имена, фамилии. И это очень важно. Как бы мы ни относились к Навальному, как бы ни относились к тому, что он выходил на русские марши там, и так далее, все равно нужно признать, что Алексей Навальный провел, вот сегодня нужно признать, что Bellingcat провел отличное, как обычно, отличное расследование, и Алексей Навальный озвучил. И я в тупике, если честно. Я считал Алексея Навального агентом Путина, Кремля. И вот у меня какая ситуация. Теперь с доказательствами, с именами, с фамилиями Алексей Навальный обвиняет директора ФСБ Бортникова, Путина, так называемого президента фашистской России, в попытке своего убийства. И теперь я задумался, кто же такой Алексей Навальный? Кто же такой Алексей Навальный? Очень интересный вопрос. Но оставим это. Если Алексей Навальный не работает на Путина, это уже хорошо. Если же он работает там на какую-то часть ФСБ, это не так уж хорошо. Если он работает на ЦРУ, как говорит об этом Песков, ну, то это отлично. Но возникает другой вопрос. Как человек, которого обвиняют в работе на ЦРУ, находился на территории Москвы, проживал, работал, путешествовал, его задерживали, неделю сидел, выходил и так далее. И при всем при этом оставался в живых. И такой сложный способ отравления, который меня вот ставит в тупик. Да? Есть вещи, которые я не могу объяснить на самом деле. Я не могу. Я не верю, что он является агентом ЦРУ, конечно. Но если же он не является агентом ЦРУ, ну это было хоть какое-то объяснение, там может какая-то договоренность с американцами, не трогать Навального. Но не знаю, Навальный оставался в живых, и он сидел там, неделю сидел, там
сколько, 14 дней, там его месяц, по-моему, его арестовывали. И при всем при этом его не убивали. Возникает вопрос, что нужно было убить так, чтобы там это никто ничего не заподозрил и так далее, и так далее, и так далее. Окей, нужно было, допустим, вот так нужно было убить, потому что он такой агент, и Навального не убивали. Но убили же Немцова, который также был связан с ФСБ, с государством там, и так далее. Но его-то убили. Неужели нельзя было найти человека? Это вопрос, который у меня нет ответа. И я ничего сейчас не утверждаю. После сегодняшнего выпуска Навального, где мы будем сейчас разбирать это видео его, оно очень интересное, очень информативное. У меня просто нет ответов на эти вопросы. Может быть, вы мне подскажете, может, вы мне поможете ответить на эти вопросы. Но при всем при этом можно найти было человека, который убил бы и сказал бы, как это сделал я. Как это сделали люди, которые убили Навального. Немцова. Ведь их задержали, их там тоже ФСБ задержал, причем какая-то спецгруппа вылетела, задержала быстро в Чечню, одного убили, типа он взорвался там и так далее, потом Дадаев, или как его фамилия, Дадашев, он был арестован, он рассказывает, как он его убивал, есть видео в интернете, как он об этом рассказывает. Но при всем при этом, можно легко найти, например, Навальный. Немцов, в отличие от Навального, никогда ничего не говорил ни про мусульман плохо и так далее. Навальный же ходил на все русские марши, самый настоящий русский патриот, русский фашист, патриот это еще нормально, где Навальный прям обзывал, чучмеками обзывал там гастарбайтеров, не хватит кормить Кавказ, там вот это все было. Все вы прекрасно и так знаете. Там грузинов называл грызунами, одобрял войну. Возникает вопрос, если Навальный работает на ЦРУ, то получается Америка, которая поддерживает Грузию, а Навальный поддерживает эту войну против Грузии в Южной Осетии, если вы помните. Опять у меня не сходится все. При всем при этом, сейчас Навальный делает просто отличное, это делает Bellingcat, конечно, но Навальный об этом прямо заявляет и рассказывает, что, Путин и Бортников его отравили. Прямо об этом и говорит. Так, давайте почитаем. Вот я смотрю, интересное сообщение у вас есть тут. Удалил. Хожа Хашбека удалил. Очень интересно было. Слава Карачаев Черкесии Адыгей, говорит. Так, это говорил. Так, лунный свет. Алейксалам. Так, Слава Ичкерии. Так, ничего у меня тут. Удалил. Тут был комментарий, который я хотел прочитать. Так, салам алейкум, как найти? Алейкум салам. Так, Файтер Израиль. Несколько банд в Кремле воюют между собой, в результате чего овальный грызун отправился бутербродом крымским. Да, это тоже понятно, да, что какая-то часть поддерживает. Но неужели здесь в Европе не понимает? Вот это сообщение. Сейчас, одну минутку. Хашбек Аслам Пивовар, его кино был ходом Бортникова. А Навальный это ответка Путина Бортникову. А тут и раньше утверждал, что Бортников главный архивариус. Бортников враг путинского Кадырова. Вот. Да, у меня нет вообще возражений по этому поводу. Не опровергнуть я не могу, не согласиться не могу. Так как, все запутано. Знаю, что есть американские спецслужбы. Американских спецслужб очень много, там штук 10, по-моему, их, если не больше. Разных там этих спецслужб. Также есть спецслужбы у других стран, у западных, у ближневосточных, у всех есть.
И, конечно же, они тоже чем-то заняты и что-то делают. Тоже у Китая есть спецслужбы, короче говоря, есть у всех спецслужб, но не у всех, конечно, спецслужбы, это очень сложная такая система, которую не каждая страна себе может позволить. Но при всем при этом остается много вопросов. Но убираем все это, оставляем спецслужбы на совести спецслужб. И хотелось бы разобраться про отравителей. Потому что от отравления погибли десятки и, возможно, сотни, если не больше, наших граждан Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому нас эти люди интересуют. Нас интересуют фамилии этих людей, имена, отделы, части, лаборатории, где, как, что, как у них это происходит. Нам это очень важно, интересно, потому что мы должны будем рано или поздно с этим разбираться. Так как были отравления много кого из нашей страны. Так, давайте я почитаю чуть-чуть комментарии, потом перейдем. Это было такое вступление, чтобы было понятно, что я в недоумении, в замешательстве. С другой стороны, если Путина отравил Навальный и Бортников, которого он обвиняет, то почему Навальному разрешили вылететь? Ведь жизнь Навального уже ничего не угрожала, можно было не выпускать. Ну, много там возникает вопросов. Потом, ладно, прилетел Навальный сюда. Прилетел Навальный, и из этого сделали там какой-то супер там человек, которого супер поддерживает там вся российская общественность и так далее. Да, какая-то часть Навального поддерживает, но после отравления Навального мы не увидели многотысячных митингов, многосоттысячных митингов. Нет, была тишина, никто не вышел поддержать Навального. Опять же, той поддержки, о которой говорят, у Навального нет. А те там 1,5 миллиона его подписчиков, которые есть, это, в принципе, не говорит ни о чем, если эти люди не вышли. Да, это человек-блогер, человек ведет какую-то деятельность, распространяет информацию, но точно так же, там, например, и, там, больше даже, наверное, чем у Навального, точно сейчас могу ошибаться, конечно, точно не знаю, есть много у Соловьева подписчиков, но это тоже ни о чем не говорит, да, смотрят и смотрят, как бы в этом плане. Ну, короче говоря, сегодня у нас нет на все ответов, но мы обсудим вопросы, касающиеся вот этих отравителей, убийц из ФСБ. Мы будем всячески пытаться запомнить эти имена, когда придет время, чтобы можно было ссылаться на нас и привлекать к ответственности этих людей. Так, пойдемте дальше. Ассаламу алейкум из Южной Кореи. Спасибо. Марьяна Исаева. Ва алейкум салам, Марьяна. Вот вас занесло в Южную Корею. Далеко, далеко. Но это намного лучше, чем северная, я вам скажу. Так. Файтер Израиль. Так, давайте послушаем, что говорит Файтер Израиль. Кто-то из европейских партнеров мог потребовать у русских в обмен на что-то, их, например, газовые дела, разрешить вылет Навального в Германию. Предположение у меня, а не утверждение. Да, это тоже верно. Может быть, да, мы всего не знаем, конечно же, какие там были договоренности. Я помню это видео, где Навального как бы пытаются там вот эти его дружки не дать, там, какая-то постанова такая. Уезжает немец какой-то, как они говорят, в машине сидит какой-то там представитель Германии, и там какие-то люди пытаются, и он как-то наиграно все, было все наиграно. Единственное, что было не наиграно, это стон Навального в самолете. Мне показалось, это не наиграно. Ну, я не знаю. Ну, это было непонятно, кто стонет. Навального не видно, ничего не видно. Поэтому вопросов очень много. Я очень надеюсь, что немецкие спецслужбы, ЦРУ, там, другие, все, по крайней мере, они понимают, если они как-то там в этом не участвуют, что этот человек
является там марионеткой. Там другой еще один вопрос. Навальному дали после того, как в 2012 году он фактически слил митинги, он сейчас это говорит, что это была ошибка, что ему после вот того, как после 2012 году эти митинги, в конце 11 начала 12 он летом 2012 года получил акции от Аэрофлота. Ввел его, и его ввели в совет директоров Аэрофлота. Ввел его в совет директоров Александр Лебедев, генерал Александр Лебедев. Тот самый Александр Лебедев, чей сын сейчас получил статус пэра или мэра, как-то у них это называется, пэр, по-моему, пэра там сибирского какого-то, пожизненно. Он по наследству этот статус не переходит, этот титул, но вот до конца его жизни он является теперь пэром, и он может подписываться пэром. Наверное, это все, что ему там дается. Но еще, конечно же, тоже важно понимать, что при всем том, что русских пустили в Европу, в экономику там, и так далее, американцам хватило ума не пустить их там, в свои какие-то секретные там, вот эти дела, спецслужбы и так далее. Потому что веры и доверия к россиянам нет и не может быть, потому что они не джентльмены от слова совсем. Не джентльмены, не джентльмены они. Ни слова держать там, это вообще не про них. И очень все запутано и сложно. Очень все запутано и сложно. Давайте почитаем тогда комментарий, перейдем потом к видео этого фильма Алексея Навального. Его уже 1,5 миллиона, по-моему, посмотрели. А нет, 500 000 посмотрели. Инакомыслящий человек, русские все терпят, еще 100 лет будут терпеть унижение, и других тоже тянут за собой. Да. Так. Так, ассаламу алейкум. Лом-али. Ассаламу алейкум, ежели. Аллах дал эту бой, вай массудик чуманди. Ва алейкум ассалам, лом-али. Амин, амин. Биллионеры Стронг. Швец говорил, что резиденция в Германии для главного готова. Да, это очень сложно. Я бы не хотел бы, чтобы немецкие службы, американские службы, западные службы, они обманули. С другой стороны, я понимаю, что у ЦРУ намного больше информации, чем у меня. И поэтому и более аналитиков больше, и людей, которые в этом, наверное, разбираются. Но я не знаю, насколько, потому что когда я разговаривал с Полом Гоболом, он сказал, когда разваливался Советский Союз, то именно Советским Союзом там занимался там какой-то маленький отдел, что ли, или чуть ли не один человек, если взять в целом, что вот несколько человек занималось, и то не полный день и так далее. Вот так занимались Советским Союзом. И это меня как бы испугало, скажем так, как это так. Как это можно не заниматься такой опасной, ядерной и подлой страной и так мало уделять ему внимания. Ну, может быть, это... Ну, не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Так, Юрий. Пане Аслан, Москва уже 5 столетий грабит, убивает соседей. Будет Путя или Нава, ничего не изменится, пока мы не уничтожим Московию. Московию поддерживают ЕС и США. Боятся, что недра уйдут к КНР. Я с вами соглашусь. И знаете, еще, мне очень трудно понять логику. Вот смотрите, что сделали с американцами русские. Их пустили почти во все структуры, подняли уровень, хотя можно было же тогда же поставить на место, сказать, успокойтесь, разделить там эту страну, тот же Кавказ, например, хотя бы нам, чеченцам и грузинам, сказать, этих не трогайте, пускай эти живут спокойно. Тогда можно было сказать, это потом они окрепли, потом уже они там
начали войну и продолжили свою вот эту имперскую политику. Может быть, американцам это нужно. Может, я не знаю всех деталей, конечно, и не могу знать, но очень все сложно. Очень все сложно. Но я знаю, что ни украинцы, ни грузины, ни азербайджанцы, хотя сейчас азербайджанцы с турками более близких в отношениях, я думаю, у них дела получше будут идти. Ни мы, чеченцы, ни страны Балтии, ни Казахстан, никто не сможет, страны Балтии, опять же в НАТО, у них тоже свои дела получше идут. Никто не будет в безопасности и нам не дадут житья. С Россией житья у нас не будет. И если Америка, Германия, Англия, эти страны нам скажут, что вы не имеете права жить одни, и вы должны жить вот в этой тюрьме народа, вот как говорил об этом Дудаев, с медведем в клетке жить, если вы нам предлагаете, то мы категорически против этого. Потому что мы знаем, к чему это приводит, неоднократно в нашей истории приводило, и, конечно же, мы не можем никак с этим согласиться. Так, давайте. У нас в республике тяжело жить русским, у нас их практически не осталось, у нас не видят русских и все русское. Сейчас у нас живет примерно 2% русских, сейчас у нас мэр Сардана поднимает уровень. Максим Господарь, это дело говорится о Якутии. Нох. Асан, что там с санкциями, как они влияют на ход деоккупации ЧРИ? Да, это хороший вопрос. Этот вопрос, сейчас я его найду. Да, давайте тогда сейчас по санкциям поговорим, которые тоже очень важны. Сейчас Кадырова начали усиленно мочить, что мы, конечно же, всячески приветствуем. И тоже начали мочить Тимура Дугазаева, да, который здесь живет в Германии, в соседнем городе от нас. И этот Тимур Дугазаев и два его товарища, эти два товарища были у нас дома, они были два друга моего младшего брата. Их моя мама кормила, они у нас дома бывали и так далее. И вот был нанят человек для ликвидации меня и еще некоторых людей здесь в Европе. Так вот, этот Тимур Дугазаев и те два человека, бывшие друзья моего брата, которых кормила моя мама, договаривались, обсуждали меня и готовились к моей ликвидации. И, конечно же, я могу только приветствовать эту ситуацию. Настанет время и к этим двум товарищам, и к Тимуру Дугазаеву. У меня будут свои вопросы, да, когда мы вернемся в нашу страну. Эти люди, на них сейчас американцы санкции наложили, сейчас немцы их там нормально прессуют, что и правильно, да. Конечно же, Тимур Дугазаев, который постукивает на нас, на чеченцев, об этом открыто он говорил, под видом там каких-то там исламистов там и так далее. Они так привыкли нас назвать исламистом и давай, короче, в огонь и в воду этих людей. Но я никакой не исламист, и при всем при этом это не мешало им встречаться с человеком, которого наняли для ликвидации меня, встречаться и обсуждать меня и там разные там дела делать. И из этих троих человек, конечно же, в соответствии с нашим законом, как только мы окажемся на юрисдикции нашего закона, я, конечно же, спрошу с этих людей. А пока пускай ими занимаются американцы и немцы, так как они проживают и находятся под юрисдикцией этой страны. Мы будем соблюдать закон. А властей о том, что на меня готовится покушение, и что Дугазаев и вот эти два человека, которых кормила моя мама, готовили мое убийство, конечно же, я об этом тоже обязательно, я им сообщил, немцам, немецким властям, и обязательно, конечно же,
это так просто не останется. Вот вам троим, я напоминаю, еще есть люди, которые в этом деле, из Чечни, которые там и так далее, и так далее. Всю информацию, которую я располагаю, я ее в надежном месте храню. Люди, необходимые знать о вас, все знают. И пока у меня не будет исчерпывающая информация и с вашей стороны снижение накала этого конфликта, этой ситуации, у меня к вам лично, не говоря уже о всем остальном, тех людей и тот человек, который мной установлен, которым проживает, я его пока называть не буду. Он не один, конечно, но установлен пока один. Одного дальше мы узнаем. Поэтому переходим. И Дугазаев Тимур попал под эти санкции. Человек, просто сам себе на свою голову сотворил проблемы. Да, он много делал для России полезного здесь, в России. И он является врагом ГРУ, потому что здесь, в Европе, занимается всем ГРУ. А Кадыров запустил сюда, причем очень давно, своих людей. И когда к Путину приходят и говорят, там, Владимир Владимирович, вот нам надо как-то с Кадыровым решить. И там Путин или администрация ему отвечает, господа, в Европе на Кадырове держится очень большая агентурная сеть. И в этом плане для ГРУ, который тоже здесь имеет свою сеть, и в том числе среди чеченоговорящих, для них эти люди представляют конкурентами. И их гасят. Да, их пытаются. И, конечно, этого Тимура Дугазаева в том числе гасят, так как он представляет Кадырова. Но эти люди сами себе сделали то, что они себе сделали. Как говорится, быть халифом на час, это не очень умно. Да? Если зарабатывать деньги и там что-то делать, то это нужно делать хотя бы, по крайней мере, чтобы ваша жизнь не закончилась, или вашим детям и внукам не достались эти проблемы. Но люди подписывают сделку с дьяволом, и уже отступать им некуда. И мы знаем, что некуда. Поэтому будем дальше смотреть и наблюдать. Ну, возвращаемся к санкциям. Давайте вернемся к санкциям. Так, 11 декабря «Голос Америки» сообщил, что против Кадырова ввели санкции. Произвол Кадырова в Чечне становится все более демонстративным, говорит. Опять же, я хотел бы напомнить «Голосу Америки». Есть одна журналистка с «Голоса Америки». Я расскажу про свое общение с этой журналисткой. Мы с ней оказались в Вильнюсе, и там начали разговаривать. И я говорил про тяжелое положение чеченцев там, и так далее, и так далее. И она на голубом глазу, без стеснения, говорит, ну вы же такие супервоины. Прям вот таким тоном так и заявляет людям, которые пережили геноцид и жалуются, что их убивают и истребляют. Она говорит, ну вы же такие супервоины, говорит, а что вы там не можете, там это, там то, все. Это просто для понимания, какие люди иногда работают даже на такой уважаемой медиа, на уважаемом медиа, как «Голос Америки», который для меня лично, как «Радио Свобода» и «Голос Америки» являлись, ну вот, я не знаю, эталоном журналистики, там, честности, объективности. Так вот, тут они сообщают, произвол Кадырова в Чечне становится все более демонстративным. Я хочу напомнить журналистам, если здесь есть имя этого журналиста, Виктор Владимиров. Виктор Владимиров, нет, это не произвол Кадырова, это русские оккупационные власти усиливают свой произвол, так как Кадырову русскими, вашими этнически вашими людьми, вашими товарищами, вашими сородичами, соплеменниками поставлена перед Кадыровым задача чеченцев сдерживать, да, и как только вот эта сильная схватка
за горло чеченского народа, который в данное время сейчас является рукой Кадырова, хотя Кадыров это всего лишь одна из рук, которые держат за горло чеченцев, мы начнем требовать свои права. Это не обязательно мы начнем войну, но мы начнем требовать и добиваться своих прав. Мы знаем, кто наш обидчик, кто нас убивал, кто нас грабил, что продолжается по сей день. И Кадыров вынужден делать то, что выполнять ту задачу, которую перед ним поставили. Поэтому это не произвол Кадырова. Еще раз, не произвол Кадырова. Это произвол российской оккупационной власти. Пока эта истина не будет 100% всеми принята, произвол на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия не прекратится. Потому что где Россия, там кровь, там горе, там смерть. Там, где Россия. Это к заголовку. Итак, правозащитники о новых санкциях США против главы Чечни и его окружения. Российский МИД считает, что санкции, введенные накануне США против окружения главы Чечни Рамзана Кадырова и подконтрольных им структур, носят надуманный характер и не подкреплены доказательствами. Об этом в пятницу 11 декабря заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Если, не знаю, совпадение это или нет, но 11 декабря, как мы знаем, это официальная дата начала первой русско-чеченской войны, агрессии России против нашего суверенного независимого государства. На взгляд Захарова эти меры призваны не больше, не меньше утвердить в глазах международной общественности образа россиян в качестве нарушителей прав человека. Боже мой, неужели еще ни до кого не дошло? Напомним, в четверг США в соответствии с актом Магнитского ввели санкции лично против Рамзана Кадырова, а также в отношении ряда компаний и группы лиц, тесно связанных с ним. В частности, согласно сообщению американского Минфина, в черный список попали футбольный клуб «Ахмат», участвующий в первенстве России, фонд Ахмата Кадырова и другие структуры. США не в первый раз вводят санкции против Кадырова, его приближенных и родственников. Глава Чечни с 2014 года находится под санкциями ЕС. Так, Игоря Каляпина мы читать не будем. Так, и вот этого тоже не будем. Ну, короче, Каляпин такой же. Ни «Голос Америки», ни кто-либо другой не удосужился спросить ни чеченцев, ни кого-либо из чеченских правозащитников. И знаете, такое впечатление, когда сравните, если возьмем какой-нибудь там 39-40 год, когда тут в Германии нацистское правление нацистов преследует евреев, цыган, и в это время приезжает какой-нибудь немецкий правозащитник, он может быть хорошим человеком, при всем при этом он приезжает, но он выступает на стороне нацистов, он признает власть нацистов, выступает и начинает заступаться за права евреев и цыган. Приблизительно то же самое происходит, когда «Голос Америки», не найдя ни одного чеченского правозащитника или чеченского какого-нибудь политического деятеля, еще кого-либо, спрашивает у Каляпиных и у Борщева. Ну, нет больше таких чеченцев. Никто не может объяснить, какой беспредел там творится. Но в какой-то степени это и наша вина. Это тоже я всегда подчеркиваю, но при всем при этом ответственность не снимает. Отвечая на твой вопрос, я бы хотел сказать по поводу санкций Нохчинох. Санкции, конечно же, очень сильно влияют, и если бы они так не влияли бы, не было бы такого ажиотажа у Кадырова и его банды. Там выгнали вот этих всех пропагандистов из ЧГТРК Грозный. Они там начали, они как этот фонд Ахмата Кадырова очень сильно помогал
там супер такая вот была помощь людям там и так далее. Конечно же, в какой-то степени нам помогали, да, чеченцам помогали вот этот фонд. И мы видели. Но при всем при этом нужно понимать, что это за наши же деньги, причем это мизер, то, что ворует Кадыров и его банда, поставленная русскими управлять оккупированную территорию. Это так, для сведения. И начали вот рассказывать, да, это очень плохо для них, душить будут по всем фронтам. Всех, кто связан Кадырова, духа, запаха кадыровцев здесь не будет. Да? ГРУ, которая здесь работает из чеченоговорящих, они, по крайней мере, не называют себя ГРУ. Да? Хотя здесь есть кадыровцы, которые тоже себя кадыровцами не называют. Но по большей части они здесь какую-то там погоду делают в плане, заявляя, что они кадыровцы. Делали. Пока ими конкретно не занялись некоторые лица. И потихоньку получается вот ситуация, что отсюда будет выкидываться вся вот эта банда. Мы знаем, что из Франции вот, были депортированы некоторые люди недавно, и среди них были так называемые кадыровцы. Это прорусские чечены. И будут по всем фронтам давить, все, вы не сможете передвигаться. Все. Любой вот этот фонд Ахмада Кадырова, например, который, или футбольный клуб Ахмад, или там его лошади, или там вот этот бойцовский клуб Ахмад, который столько вложено сил, денег там и так далее. Теперь они нигде не могут выступать. Теперь его вот эти гладиаторы, я им хочу обратиться тоже, тем людям, которые продали честь, совесть для того, чтобы выступать в этом клубе, там, получать какие-то машины от них, там, деньги. Ну, что вы теперь скажете? Теперь вы не можете выступать от имени Ахмад, да, от имени русского клуба Ахмад. Что вы теперь скажете? Инсюда дохшу, нах лирбеш, нах ирабеш, вейдейен был нахц, шейн шисуамдака, терюахил, Цер мускулшхил гойч эрадо лилшдершу. Дайлам шумбика мирму, дайл мула. Угар хылчхена. Инсархан нархан хитслу шушун. Угар хылчхена. Угар вайцер дойш хылакдеш, дош элацадаш, келдисан вай, цирдюзан вай, ашхена. Халга дойлцен. Шаш спортсмен, ждуй гарду бош. Уж легализовать дешли в душу. Шуцер кюшхил был звери, вари, халмайк, тайсани, кибол, спортсменши, артистчи, ушку, церелла хуже душуншу. Ушабу мирзавч. Шу душун мирзавч. Он дальше шу церел хуже мирзавч. Потому что ушам хичхом набор, шу шей махкар, шей омар наган дад, шей цих карчадин шаляждал оман, ты итан, цер клубе выступает, шлилш дершо. Шо гладиатор, шо лейбу, халк зам налититан бу, лейбу и ахчалуш, бебка луш. Давай дерись бож, ишь лютич надо шо. Инсудиш дош. Что теперь вы скажете по этому поводу? Что вы можете теперь сделать? Теперь вы не можете выступать. Не только клуб, да, санкции наложены на клуб, это же очень не ограничивается там футбольным клубом, там бойцовским клубом, там фондом Аймани. И так далее. Это все вернется к тому, что никто не сможет с ними сотрудничать. Никто не сможет с ними заключать договора. Да, они будут изгаляться, где-то что-то придумают, но для этого будет проводить специальная проверка. Фонд Ахмада Кадырова должен перестать существовать или стать таким маленьким, таким небольшим. Те же колодцы, которые копаются, это что же копалось через фонд Ахмада Кадырова? И люди, которые эти колодцы копали, да, которые там собирали деньги, им поступали эти средства, эти люди тоже, выражаю соболезнования африканским людям, которые оказались без колодцев, но они тоже лишены, потому что под видом этих колодцев проводилось как разведывательно, так и вывод средств. Да, и мы теперь видим, что путинские люди в Африке активно, усиленно работают. Но до этого, до того, как туда ЧВК «Вагнер» приехали,
поехала сперва разведка. И эти люди, которые там находятся, не все, конечно, но по большей части, которые занимаются вот этой деятельностью, которые копают колодцы и так далее, они сперва подготовили почву, разведали, и потом уже приехали ЧВК «Вагнер» и там складируют деньги, складируют там, не знаю, что они там конкретно занимаются, зарабатывают деньги, там меняют режимы, там государство себе там какие-то прикручивают и так далее. Но санкции это очень-очень хорошо для нас и очень-очень плохо для них. Это очень хорошо. Так, давайте дальше. Так, давайте дальше. Марат, определенная формула государства Путина плюс финансы, чтобы достичь цели, будут использованы эти пешки, как Навальный, тварь в открытую, в темную, говорит Марат. Санкции должны быть против Путина, а не против его марионеток, которые можно поменять на других таких же, говорит PUBG 95. Хамзат говорит, Асан, скажи, какие у этого в этом году газа перспективы в Европе в связи с санкциями? Неужели он и дальше там будет кайфовать? Ты, наверное, Тимура Дугазаева говоришь. Тимур Дугазаев является гражданином Германии. У него жена является гражданкой Германии. У него тут родился ребенок. И в соответствии с немецким законодательством гражданство через 2 года, если все нормально, никаких вопросов, то, по-моему, 2 года вас лишить гражданства уже не имеют права. Вы являетесь немцем и имеете такие же права. Поэтому Тимур Дугазаев, кто-либо другой, кто получил гражданство, его, конечно же, не могут лишить гражданства или там выкинуть его из этой страны. Это невозможно, в принципе. Но есть один момент. Если же установится, что когда вы подавали документы, ваши данные были не соответствовали действительности, вы подали там неточную или ошибочную какую-нибудь информацию, то в этом случае, конечно, все это не действует и вас могут лишить. Но, как мы видим, пока ничего не выявлено у Тимура Дугазаева, поэтому его гражданство, по всей видимости, я не слышал, чтобы его лишали. Хотя это тоже займет определенную процедуру, там решение суда, там с той стороны нанимаются тоже адвокаты, которые препятствуют этому, как-то доказывается своя правота. Тимур Дугазаев работает на русских и открыто об этом давно говорит, он сотрудничает со спецслужбами, представляющими посольство, да, здесь в Гамбурге, консульство России и посольство в Берлине. И, конечно же, у него есть возможности. Здесь есть люди, которые сочувствуют, считают, что там Америка это зло, а Россия это хорошо, именно из немцев. И эти люди тоже на стороне, как тот же Шредер там, или еще какие-нибудь там люди, которые очень сильно ошибаются, если они считают, что Россия лучше, чем США. Поэтому дальше будет только то, что он не сможет передвигаться по Европе, по миру, по Европе-то. Да, он не сможет иметь счетов, он не сможет иметь какую-то юридическую фирму, возможно, он сможет, если ему немцы не запретят. Но никто не сможет с ним контактировать. Но по моим данным, Тимур Дугазаев, конечно, бизнесом не занимается, он занимается криминалом. Там точно я всех деталей не знаю, но знаю, что связан он с российским посольством. Российское посольство занимается у нас табаком, сигаретами, наркотиками и оружием. Поэтому чем он конкретно из этого занимается, будет видно позже. Так, выписать года. Аслан, быть может, они мало знают о правозащитных организациях наших.
Ты имеешь в виду Вильгасен культа от тех «Голос Америки», который не берет у нас интервью, берет у других. Мы есть в Фейсбуке. Правозащитные организации не обязательно, да, правозащитные организации не обязательно их даже иметь. Ну, хотя бы для приличия там спросить того же Ахмеда Закаева, Хусейна Исханова. Да, еще полно людей, который компетентен, чтобы можно было им об этом говорить. Но никогда «Голос Америки», там еще, и только очень редко, когда могут сказать такие. Поэтому наши организации, они знают. Ну, вот видите, не хотят. Потому что русский либерал, русский демократ заканчивается там, где начинается чеченский вопрос. Даже сейчас, когда Америка поддерживает Украину и так далее, они, те, кто говорит за Украину, в поддержку Украины, как только касается дела Чеченской Республики, все, об этом вопрос уже закрывается, даже не обсуждается этот момент. И это очень важно. Но ситуация меняется, тенденция идет на улучшение в нашу сторону. И мы, конечно же, должны всячески развивать этот вопрос. И вы в том числе пишите комментарии, распространяйте информацию, какую вы владеете. Не сидите без дела, самое главное. Не сидите без дела. И знаете, еще очень важно, для раскрутки, например, того же нашего видео, которое там, это же видео или какое-либо другое, здесь важно не сколько у вас подписчиков и сколько у вас просмотров. Важно, сколько комментариев. Под каждым моим видео пишите комментарии, обсуждайте. Не просто там лайк поставить, да, там палец вверх поставить или еще что-то. Разные обсуждения должны быть. И вот когда много вот этих комментариев, это говорит о том, что эта тема и это видео, оно интересно людям. И это такой алгоритм Ютуба. И если вы пишете на других ресурсах эти комментарии, вы раскручиваете эти, даже вот те же вражеские, да, где вы там что-то увидите. Поэтому провокационные всегда видео закидываются блогерами, там, разными там владельцами каналов, чтобы как можно больше вы там писали отрицательно, не имеет значения, лайк вы поставите или дизлайк, не имеет значения. Главное, это видео должно вызвать интерес. И вот если там много комментариев, это видео начинает расти. Вот нужно в этом плане развивать нашу работу, вести в этом направлении, да, чтобы мы как можно больше доносили правду. И тогда разные «Голос Америки», журналисты с этого «Голос Америки», из других медиа будут узнавать и нас тоже. Хотя они и так прекрасно все знают. Просто русский остается русским. Ничего против, как этнически русского я не имею в виду. Речь идет о политическом русском, об имперце. А за Украину они говорят только потому, что их американцы поддерживают. И вот есть надежда, что вот Америка там как-то им поможет и так далее. Как только Америка начнет говорить про чеченцев, сразу же вот эти все Каспаровы, там другие, третьи, точно так же начнут сами к нам, и другие, и журналисты в том числе, будут говорить с нами, звать нас, разговаривать с нами и так далее. Все дело в Америке. Ну и, конечно же, тех, кто против Америки. Ну, как-то так. Так, надо уже, наверное, переходить, а то мы уже много говорим, но у вас много комментариев. Так, чеченский след, рязанский сахар. У меня предстоит судебный процесс, иду к этому, поэтому должен изучать некоторые местные нормативные акты. И это довольно дорого обходится во времени. Да, главное, Аукдия, чеченский след. Аслан, мои комменты удаляют Роскомнадзор, будут они неладные. Да, кстати говоря, это возвращаясь к той теме, почему комментарии, вот, например, у Инны Курочкиной и Андрея Курочкина тоже начали пропадать. Они начали снимать видео про чеченскую тематику, и у них начали пропадать комментарии. И это
так как те люди, которые убирают наши комментарии, они знают, что большое количество комментариев выводит видео в топ, именно поэтому удаляются комментарии. Но когда удаляется комментарий, это еще не так уж и страшно, да, ну убрали там 10 комментариев, да, ну нет их и нет. Дело в том, что когда вы напишите какой-нибудь комментарий, и у вас его удалят, потом второй раз напишите, опять удалят, третий раз напишите, у вас отпадает охота вообще писать этот комментарий. И вы перестаете, да, вы смотрите видео, или даже не заходите на это видео, потому что вы не можете сказать свое мнение. В этом и есть сила Ютуба. Вы можете высказать ведущему, что вы о нем думаете, задать ему вопрос там и так далее. И если вас лишают этой возможности, у вас отпадает охота писать этот комментарий. И тогда видео не вырастает. С нашим каналом борются, да, на территории Российской фашистской Федерации он запрещен, да. Комментарии удаляются, подписки убираются, просмотры удаляются. Монетизация удалена. Да? Монетизация — это то, когда вам за просмотр видео выплачиваются какие-то деньги. Но просмотры только если в этом видео есть реклама. И там какие-то деньги вообще небольшие, конечно. Там нужно иметь там 1 миллион подписчиков, чтобы иметь какие-то там хорошие доходы. Но так, когда вас лишают монетизации, то есть нету рекламы на вашем канале, то ваше видео не интересно рекламодателям. Соответственно, оно тоже пододвигается назад. И в этом плане тоже у нас возникают проблемы. Поэтому как можно больше пишите комментариев, даже если удаляют ваш комментарий, пишите, спорьте на нашем канале, распространяйте наши видео, и это будет ваша поддержка нашей Ичкерии, так как этот канал сделан не для какой-нибудь экономической прибыли и там каких-то личных интересов, это сделано для того, чтобы наш вопрос, оболганный, забытый, неупоминаемый, чтобы об этом начали говорить. И из-за того, что мы не говорили об этом, из-за того, что мы многое упустили, очень много упустили, уже дошло до того, что вопрос стоит один Кадыров. Да? И появляются много сейчас блогеров, которые, если вы заметили, да, вот в этом сегменте появилось уже много блогеров чеченских, чеченоговорящих, которые на русском языке чаще всего это делается, да, которые направлены, нацелены против Кадырова, только лишь против Кадырова. Это упущение наше. Уже получается так, что мы должны все, забыли Путина, забыли Россию, забыли ФСБ, ГРУ и говорим только лишь о Кадырове. Это очень выгодно. Я когда еще ездил домой, еще лет 6, наверное, 7 назад, я поехал в гости там к одному человеку, и этот человек очень сильно ругает Кадырова. Просто не оставляет камня на камне. Это взрослый дедушка, можно сказать. И камня на камне от Кадырова не оставляет. И он такой дальний мой родственник. И я так по какому-то там выразить соболезнование, по-моему, заехал. И вот ты с Москвы приехал, как, что там и так далее. И вот он мне говорит, на Кадырова камня на камне не оставляет. И я слушаю его, и я понимаю, что этот человек, просто ненавидит Кадырова. Но один момент. Этот человек и его дети, и его, наверное, отец всегда были и стояли на страже Советского Союза и России. Делайте выводы. Он не любит Кадырова, говорит, знает, что я тоже плохо отношусь к Кадырову. Мне об этом говорит, знает, что я об этом его не выдам никому. Но при всем при этом, если послушать и не знать, чем занимаются его сыновья и чем он сам занимался всю свою жизнь, то можно подумать, что это просто ярый патриот Ичкерии. А их просто Кадыров отделил от власти, отодвинул.
а им хочется, понимаете? И они за наш счет, за счет погибших наших 300 тысяч, за счет наших воинов, которые сражались против России, хотят сдвинуть Кадырова, потому что все знают, что Кадырова все не любят. Вот такая вот простая арифметика получается. Так, давайте пойдемте дальше. Аслан все чистят. Так, говорит. Адюда в Литву. Так, это не мне, он говорит, ты имеешь немецкое гражданство. Нет, я не имею немецкое гражданство. Хош, Хашбек, Хамзат, у меня тоже удаляет комментарии. И думал, что это Аслан делает. Клянусь Аллахом, так и думал. Нет, я не удаляю. Я удаляю комментарии, оскорбления и мат. Ну, иногда я могу удалить какую-нибудь явно какую-то прорусскую пропаганду, когда какой-нибудь ватник залетит к нам на канал и начинает там рассказывать, что вы убили, геноцид устроили и так далее. Хотя иногда даже про геноцид русских, наших русских, они говорят, что мы их убивали. Там. Они говорят, и я иногда оставляю, что вы поспорили об этом, поговорили. Ну вот, такая вот тема. Хотя, наверное, надо не удалять никого, оставить эти комментарии, даже лживые. Хотя, если оставлять эти лживые комментарии и не удалять их, то получается ситуация, что они массовым своим количеством просто заваливают лживой информацией. Обаркс. Основана отцов дух ямартко мичер бойлуана. Валлах ца сунам обарк. Валлахи ца инав. Иш нохчи буйхайс. Хабама буйш нохчи. Сун бойш мук нохчи. Шайвали дает динда нохчи бош. Да нани нохчи долш. Шейл цен нохчи бац бош. Юж на бух ма ямартко. Ну худиждо. Атлахерван. Дюсер хочет дать. Иш да дух нохчи. Так, ночью, оставив комменты, мы там с ними погрыземся на славу. Да уже так особо не пишут, я уже что-то не вижу, я их разогнал всех, кого забанил. Я же не просто удаляю, я его и в бан сразу. У меня тоже удаляет комментарий, говорит, Аслан Лорс. Да, друзья, тогда у меня к вам просьба. Вот Аслан Лорс, все другие, которые сейчас писали. Пожалуйста, под этим видео, не сейчас тут комментарий, а под этим видео напишите. Мои комментарии удаляются. Вот каждый, напишите, пожалуйста, по комментарию. Сколько раз удалялось, там, 2, 5, 10 раз, сколько вы помните, удаляется. Я это все скриншочу и потом в YouTube все это буду отправлять. Вот они так борются с нами. Так, пора переходить к видео. Нох-чинох. Нох-чинох. Асан, когда Ичкерия обретет свободу, мы должны их кириллицу переходить на латиницу, иншаллах. Да, Нох-чинох, я полностью с тобой согласен. Я считаю, что мы должны перейти на латиницу. У нас должна быть латиница. Это железобетонно. Здесь в чате убирают только вот я или модератор может убирать. Так. New Horizons. Мои комментарии удаляли. Вот New Horizons. Вы тоже напишите под этим видео. Если не сложно, пожалуйста, напишите все, у кого удалялись комментарии. Напишите. Так, давайте перейдем. Нет, еще один важный момент. 13 декабря 2020 года в Карачаево-Черкесии в селе Учкикен, это, так, смотрите, в селе Учкикен к зданию ФСБ Карачаево-Черкесии подошел молодой человек и взорвался. Вы, наверное, это все слышали. Как обычно, история мутная, непонятная. И есть видео, где этот человек, молодой человек, взрывается. Здание ФСБ в селе Учкикен. Вам это, наверное, тоже что-то говорит, да? В селе здание ФСБ. Странно, конечно, звучит, но вот такая вот ситуация у нас. В селах уже даже они устанавливают. В Учкикене. Давайте посмотрим это видео, и это тоже должно остаться, потому что это очень важно.
ФСБ очередной раз или довела человека до убийства, до самоподрыва, или же это дело рук ФСБ. Но здесь непонятная ситуация. И, ну, давайте посмотрим. Видео нет. Вот в этом углу, вот сейчас вы увидите, появится молодой человек, которого пытаются схватить сотрудники, я так понимаю, сотрудники ФСБ или полиции. На видео стоит дата 12 ноября. Вот он сейчас вырвался, и вот произошел взрыв. Террористы из ФСБ сообщили, что это он прорывался к зданию ФСБ, и там произошел взрыв, несколько человек ранены и так далее, и так далее. Ну, не знаю, вы то, что видите, то видите. Ситуация, конечно, очень странная. Очень странная. Так. Да, как найти, там очень плохо, разобрать невозможно. Так, давайте вернемся к видео про Навального. И будем комментировать его, посмотрим. Оно 51 минуту, но я его с 14 минуты, где Путин говорит о том, что химическое оружие, это 17-й год, химическое оружие в России полностью уничтожено. Ну, как обычно, чекист не соврать не может. Гибнюк, как я их называю, гибнюки. ГБ, это чтобы было понятно, ГБ это госбезопасность. ГБ, госбезопасность. Я их называю гибнюки. Вот сидит главный гибнюк. Давайте послушаем, что говорит этот мерзавец, и потом обсудим видео Навального. Можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Это значит, наша страна выполнит главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия, полностью ликвидирует свое химическое оружие. Россия в числе первых подписала этот документ, тесно работала подписать они могут с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения столь варварского, смертоносного оружия. Это важно понимать. Нельзя украсть старый новичок со склада или из базы, из лаборатории. По официальным данным он полностью уничтожен. И не существует ни 1 миллиграмма этого вещества. Его можно только изготовить заново, что тоже запрещено. Но если очень хочется, то можно. Особенно если очень хочется президенту страны. Варварского, смертоносного оружия. Химическое оружие в России не только продолжило существовать, но его еще и развивали, придумывали новое, улучшали. И недавно Bellingcat и еще их несколько партнеров опубликовали большое и важное расследование. Они разобрались, как продолжили работать упраздненные научные институты. Да, вот эта статья Bellingcat очень будет полезна для тех, кто интересуется этой тематикой. Поэтому прошу вот обратиться. Октябрь 23 число. ГРУ Навальный здесь написано. Russians clandestine chemical weapons programs and the GRU's unit 29-155. Институты, занимающиеся химоружием. Я вам не буду подробно это все пересказывать, вы сами можете почитать. Но суть в следующем. В советское время в городе Шиханы, Саратовской области, работал главный научный институт, где создавали химическое оружие, в том числе фосфорорганические боевые отравляющие вещества.
И первый новичок разрабатывали именно там. Об этом много раз подробно рассказывали создатели новичка Владимир Углев и Вил Мирзаянов. После присоединения России к Конвенции о запрещении химоружия шиханы постепенно теряли значение и в итоге лишились статуса самостоятельного учреждения, став филиалом Московского института органической химии. Однако шихановские ученые никуда не исчезли. Они просто перешли в другие места работы. Bellingcat нашел куда. Несколько человек оказались в научном центре «Сигнал» в Москве. Именно в «Сигнале» работают специалисты по ингибиторам холинэстеразы, к которым относится новичок. Еще несколько ушли в 27-й научный институт Министерства обороны в Москве. Вот, запомните вот эти названия, это тоже будет очень важно. И в Питерский испытательный институт военной медицины. Именно через директора этого испытательного института Сергея Чепура журналисты и накрыли всю подпольную схему. Новичок впервые появился в публичном поле из-за отравления Скрипалей. Благодаря биллингу телефонных разговоров Чепура и его геолокации выяснилось, что он принимал деятельное участие в подготовке этой спецоперации. За несколько месяцев до покушения он постоянно созванивался с директором «Сигнала» Жировым и другими ведущими сотрудниками. Параллельно с этим он общался с офицерами ГРУ и лично с Александром Мишкиным, отравителем-неудачником и ценителем солсберецких шпилей. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Таким образом, мы имеем факт. Когда ГРУ осуществляло покушение, «Сигнал» был вовлечен во все фазы подготовки операции. Они разрабатывают новичок, совершенствуют его и знают о нем всем. Они консультировали ГРУ по тому, как его применять, ведь это очень непросто и опасно. И я напоминаю, что Скрипали, на которых покушались, остались живы. Зато погибла ни в чем не повинная женщина, а различные поражения получили десятки людей. Поэтому логично предположить, что если кто-то решит применить новичок для того, чтобы убить меня, он обязательно будет общаться с людьми из «Сигнала». И тут мы доходим до главной части расследования Bellingcat. Они взяли телефонные биллинги директора этого «Сигнала» Жирова и посмотрели, с кем он разговаривал в дни до моего отравления и после него. И им открылся новый, удивительный мир государственных убийц. На этот раз из ФСБ. Такая работа – это реальный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего многонационального общества. В списке людей, с которыми Жиров общался летом 2020 года, нашлось несколько номеров, принадлежащих сотрудникам ФСБ. Кто-то просто записан в телефонной книжке с подписью ФСБ, кто-то зарегистрирован по адресам военных частей ФСБ, кто-то паркует на Лубянке машины. Но ФСБ в наше время – это гигантская организация. Там работают тысячи людей в сотнях разных. Так, перемотаем немножко. Общую схему, кто общается с кем. Вот. Вот Жиров из «Сигнала». Его основные Жиров из «Сигнала». Запомните эту рожу. контакты в ФСБ – это Богданов, директор Центра специальной техники и по совместительству замначальника научно-технической службы ФСБ. Следующий – генерал Васильев, начальник Института криминалистики ФСБ. И Макшаков из Шихан. Этот, в свою очередь, больше всего общается с группой из примерно 10 человек. Я расскажу о некоторых из них. Александров Алексей Александрович. Работал в скорой помощи, потом в ФСБ. Осипов Иван Владимирович. В записных книжках фигурирует как Иван Доктор. Кривощеков Алексей Леонидович. Раньше работал в Министерстве обороны, а сейчас паркуется на Лубянке-1. Таякин Олег Борисович. Служил в войсковой части ФСБ, потом стал врачом-хирургом. Кудрявцев Константин Борисович. Химик из войсковой части в Шиханах. Швец Михаил Михайлович. Зарегистрирован в Балашихе по адресу Центра специального назначения ФСБ. Паняев Владимир Александрович, тоже из военной части, фигурирует как фельдшер. Воу-воу-воу, кто-кто? Паняев? Первый – это некий Паняев Владимир Александрович. Вот и сложился наш пазл. Это же тот самый Паняев, который летал со мной в Новосибирск, Томск и Калининград. Вместе со всеми остальными, кого я вам назвал, он сотрудник специального секретного подразделения по убийствам людей химическим оружием. Если быть совсем точным, это конкретно моя команда. То есть люди, работа которых в ФСБ, государственная служба, напоминаю, заключается в том, чтобы убить меня. Как видите, цепочка от производителей новичка до людей, которые были... Ну вот, запомните, сделайте скриншот тут этих
рядом со мной в те моменты, когда я был отравлен, Преступников. оказалась совсем короткой. Если вы внимательно слушали и запоминали с самого начала ролика, то сейчас вы думаете: так, а где же Фролов и Спиридонов, про которых ты нам рассказал и которые тоже вместе с тобой летали? Их не существует. Это паспорта прикрытия реальных людей из нашего списка. Смотрите, мы разгадали несложный принцип этой шифровки. Фролов Алексей Андреевич, 16.06.80. Спиридонов Иван Васильевич, 21.08.75. Имя не меняем, а отчество оставляем только первую букву. День рождения сохраняем, месяц тоже, год меняем, но немножко, чтобы было просто запоминать. Ну и фамилия. Для прикрытия используется девичья фамилия жен настоящих сотрудников ФСБ. Но опять же, чтобы было просто запомнить. Спиридонова. Девичья фамилия супруги сотрудника ФСБ, врача Осипова. То же самое с Фроловым. Супругу или девушку медика Александрова зовут Екатерина Фролова. Группа людей из ФСБ, которым постоянно звонит ученый-химик из ФСБ Макшаков. Они постоянно общаются между собой, а еще они очень часто вместе путешествуют на одних и тех же рейсах, покупают билеты одной и той же бронью в разных комбинациях, но неизменно вместе. Доказательств уже достаточно. Мы знаем действующих лиц, понимаем, как устроена организация, видим, что врачи из ФСБ, получающие новичок в секретном институте, используя служебные паспорта прикрытия, дважды ездили со мной и в 2 местах происходили отравления. Но разум все равно отказывается верить. Ну серьезно, неужели кто-то отдал приказ убить меня или мою жену и задействовал для этого целое управление ФСБ? Мы понимаем, что нашей страной управляют преступники, но не настолько же. Ну вдруг это совпадение? Нет, это же просто бесстыдство просто. Человек, Путин и ФСБ взрывало дома. Навальный за все время никогда не говорил про эти дома, не расследовал эти дома, ничего об этом никогда не говорилось. Надеюсь, сейчас он начнет это делать, да? И сейчас он говорит, не настолько же. Как не настолько? Вы геноцид творите, вы захватываете территорию Грузии, вы захватываете там Украине земли, территории. И просто это так нагло говорит, бесстыжие просто заявление. 1 на миллион, совпадение. Нам нужно больше доказательств. Какие ваши доказательства? Берем слитую базу авиаперелетов. Берем список всех людей, которых считаем причастными к группе отравителей из ФСБ. 8 фамилий, из которых 6 настоящие и 2 выдуманные личности с документами. Так, перемотаем немножко, потому что он много здесь воды говорит ненужной. Лет ведет операцию. Если захотите, можете потом посмотреть. Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить. Он у себя на канале об этом говорит. В ходе которой они несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым. А он никогда бы не осмелился сделать это без приказа Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение «государственный терроризм». Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства – указание Путина. А сейчас со всеми фактами я утверждаю, по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт. Разрешите приступить к уничтожению. Разрешаю. И, конечно, вот вы сейчас смотрите и задаете себе вопрос. А зачем? То, что Путин меня не любит, это очевидно, но что-то его толкнуло к таким радикальным действиям. Прежде в своих интервью я говорил, что это стратегия умного голосования. Все кремлевские инсайдеры прямо утверждают, что Путин лично ее очень опасается. Но сейчас понятно, что команда убийц начала ездить за мной задолго до того, как я придумал умное голосование. И я сидел, и думал, и ломал голову, а выяснить оказалось довольно легко. Это тоже очень такое, не очень такое серьезное утверждение. Говорит, он баллотироваться в президенты стал, из-за этого его все приговорили, с тех пор начали приговаривать. Не знаю, это может быть какая-то большая игра каких-то больших спецслужб. Может быть, вот как найти, ты говоришь, что ты можешь прав, Пивоваров за одних, этот за других, там все что угодно. Но если, например, Бортников враг Путина, да, враг Кадырова, это понятно. Но если Бортников враг Путина, то Путину стоит вот так сделать и написать полностью «уволен» и взять другого директора ФСБ.
Это не составляет труда. Если он не может своего директора ФСБ снять, то у Путина нет никакой власти. Поэтому очень слабо верить. Я много езжу по стране. Они между собой, да, начале 17 да, может быть, они, не может быть, скорее всего, многие ненавидят Кадырова, не только чеченоговорящие, которые тоже хотят власть получить, забрав ее у Кадырова и получить ее, но и русские, да, русские там генералы, ФСБ, военные, многие ненавидят Кадырова. И после убийства Немцова это тоже был такой организованный спектакль. Мне кажется, вот эти Дадашев и другие, они могли быть использованы в темную. И вот типа, ФСБ сразу задержала там и так далее, и так далее. Это такие торпеды, может быть, были, которые использовали. И так далее. Ну, точно так же Навального могли найти торпеду. Помните, Бабурова убили, Бабурова и Маргелова убили, адвоката и журналистку. Тогда убили же русские националисты, этих двоих, и ну, я забыл фамилию этих русских националистов, им пожизненно, по-моему, дали, они еще до этого много людей там поубивали. Они общались с администрацией президента, тогда с Сурковым, что ли, или с кем-то там они там общались, и об этом они на суде прям заявляли. Можно было таких же торпед подготовить и убить. Навальный сидел, месяц сидел в камере. В камеру можно было посадить человека, который пырнул бы его или отравил бы, и все что угодно сделал. Вот не укладывается у меня в голове. Можно убить так, что найдется человек, который возьмет на себя. Мы не виноваты. Русские всегда говорят, ну, русская власть, всегда говорят, мы не виноваты, мы не виноваты. Сказали бы, в этот раз мы не виноваты. Ведь Немцова убили, ничего же не произошло. Земля с орбиты не сошла, Путина уголовной ответственности никто не привлек. Есть убийцы, которые говорят, что мы его убили, потому что там Немцов сказал что-то там на мусульман. Хотя я никогда от Немцова такого не слышал. Навальный же, да, он и там, как и Жириновский, говорил, что 25 детей рожать не надо. Если 25 детей хочет рожать и укутывается там в паранджу, там, то там мы их не признаем, мы признаем там это. Ну, как бы перевел это дело на исламские рельсы. И, типа он против мусульман там, но не против кавказцев и так далее. Ну, много вопросов, на которые у меня нет ответа, потому что нет достаточной информации. Ну, у меня есть очевидно факт, что Навального отравили. Немцы говорят, я верю, что нашли, да, эксперты нашли, там, американцы нашли. Нашли, значит есть. И к нему приехала Меркель. Вот это я знаю. Зачем Меркель едет? Ко мне Меркель не приезжает, например. Меня тоже пытаются убить, меня заказывают, меня все что угодно, но ко мне Меркель не приезжает. 2015 года я постоянно ездил в Киров на второй процесс по делу Киров-Леса. По билетам этих убийц мы видим, что сначала они со мной не ездили, а потом в один прекрасный день раз и началось. Они были со мной в каждой поездке. Значит, между поездкой без них и поездкой с ними случилось нечто, после чего Путин и сказал: убейте его. Я зашел на свой YouTube-канал и нашел единственное видео, относящееся к этому промежутку, которое может все объяснить. Смогу ли я и те, кто поддержит меня, сделать Россию лучше участием в выборах? Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Я же обещал вам, что будет все как в... Вот это из-за того, что он сказал будет, и вот все из-за этого его как бы начали... Ну, может быть. Из сотрудников ФСБ в основном с квалификацией... Ну, меня волнует вопрос даже не столько отравили его, не отравили. Меня волнует вопрос, почему до сих пор Навального не трогали. Это были гарантии ЦРУ, как говорит Песков, или это были гарантии ФСБ, другого там отдела ФСБ. Не знаю, но никому не делает честь то, что говорит и делает Навальный. Делал, по крайней мере. Сначала они путешествуют под своими именами. Вот эти ребята, сейчас мы перемотаем, чтобы просто он тут много говорит бесполезных вещей, а нам нужна только информация. Так.
новичка. Одновременно идут более традиционные методы сокрытия преступления. В отеле «Александр» изымаются записи видеокамер. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирает один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. Врачи в Омске получают инструкцию и начинают врать о том, что никакого отравления не было. Подключаются пиарщики, вбрасывается версия, что я накануне пил самогон и вообще употреблял наркотики. Меня запрещают вывозить из Омской больницы и ждут, либо пока я умру, либо пока следов новичка на теле не останется. Только спустя 48 часов Путин, которому гарантировали, что новичка в крови уже не будет, разрешает меня вывести. Дальше вы знаете все лучше меня. Новичок все-таки был обнаружен в крови сначала немецкими учеными, потом шведскими, потом французскими, но потом Международная организация по запрещению химоружия провела расследование и выпустила специальный доклад, вывод которого: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Тут уместно обсудить вопрос, возникающий у каждого. Что за беспомощные идиоты работают в ФСБ? 3,5 года они ездят за мной, как минимум трижды травили, а я все равно жив. И переборщишь, человек умрет на месте, и будет понятно, вот эта еда отравлена, или этот предмет, и станет легче докопаться до правды. Опять же, он сейчас рассказывает, что если вы переборщили, его 3 раза пытались отравить, и не могли отравить, потому что там дозу не могли рассчитать. В первый раз была слишком маленькая доза, потом его жену травили там, и так далее, и так далее. Но мы знаем, что Лебедь, например, летел на вертолете, его на машине, по-моему, Лебедь погиб, или на вертолете. Потом был Куликов, по-моему, сейчас, подождите, Трошев, по-моему, которого с самолета сбили. Да все что угодно. В конце концов, можно какого-нибудь исламиста, там, как вот журналисту, учителю голову во Франции отрезал. Точно так же можно кого-нибудь подослать, который там взорвется и так далее. Ну вот не верю я. Вот, ну, не складывается это. Вот так сложно 3 года пытаться весь отдел травить Навального. Потому что у меня недостаточно информации, поэтому я не могу сейчас согласиться с этой версией. Но он тут рассказывает, что вот их там так травили. Значит, самолет со всеми пассажирами взорвать там, чтобы вот этого Трошева, по-моему, взорвать. Это не про Казанцев, по-моему, это был. Казанцев. Это не проблема. Там, я не знаю, убить Лебедя не проблема, убить Навального не проблема, ну да все что угодно. В конце концов, не выпустить вообще и Навального в Европу не проблема. Я вот не могу понять. Вот мне тут пишет, как найти, говорит, что возможно ну, сейчас я потерял этот вопрос. Ну, так он говорит, что у Бортникова, возможно, какой-то есть компромат, и поэтому он им манипулирует. Ну, тогда, если же Путин манипулирует, вернее, Бортников манипулирует Путиным, угрожая, шантажируя его компроматом каким-то, то ну, тоже не выдерживает никакой критики. Как получается так, что президент, ну, он, считай, марионетка тогда получается у Бортникова. Для чего это нужно Путину тогда? Для чего это? Ну, много вопросов, на которые у меня нет ответа. Ичкерия ФРФ, что Путин, что Мутин, от перестановки имперцев ничего не изменится. Бах. Да, вот, совершенно верно. Навальный, в частности, пишет Чеченский след Рязанский Союз, создает видимость оппозиции, тем самым якобы Рашка соответствует статусу демократического государства. Да, этим он и занимался все это время, и сливал. Да, Трошев, Хамзат. Да, Трошев это был. Так, Абар, понятно, за кого гибняки держат русский народ. Но за кого они держат людей за РФ, интересно. А этот Навальный за РФ. И этот Навальный также из того же теста. Лебедь на вертолете. Да, Лебедь на вертолете был. Не Казанцев, а Трошев. Да, я ошибся. Это был Трошев.
когда ФСБ говорю надо убить, они это делают даже на территории Европы. Абсолютно верно, Чеченский след, Рязанский след, абсолютно без проблем. Они убивают людей здесь, в Европе, и это никого никогда не смущало их. Я не знаю, почему это должно сейчас их смущать, именно на Навальном. И если его отравили, знают, что отравили, там какой-то компромат, да, ну, не знаю я. Мы будем гадать, мы для этого можем обсуждать эти темы, но утверждать, конечно, мы ничего не можем. Потому что ничего, доказательств, ну, достаточно хотя бы, да, не то что доказать, достаточно фактов, чтобы сделать вывод, у нас нет. Гибня единственный орган, на который россиянцы не жалеют средств, говорит Адудавлюту, да. Биллионаре Стронг, это просто операция преемник, чтобы главный сделал операцию двойника кокнули, а США и Европа отменила санкции. Чтобы главный сделал операцию двойника кокнули, а США и Европа отменили санкции. Ну, хорошо, давай тогда это тоже, да, мы рассматривали, я тоже об этом думал. Ну, допустим, например, Навальный является путинским человеком, которого сейчас такой сложная операция запустили сюда, и потом он должен будет вернуться, Путин уйдет там на пенсию, или там станет руководителем Госсовета, получит какие-то гарантии, Навальный ему их гарантирует, вернется, Навальный станет таким демократическим каким-нибудь там президентом и так далее, новым президентом фашистской России, и гарантирует Путину безопасность. Санкции с России снимаются и так далее. Ну, в идеале все так. В идеале все так. Тогда Запад дает сам себя обмануть, получается. Или Западу нужно снять. Ну тогда зачем они накладывали эти санкции, если они так не хотят? Ведь вопрос Украины не решен, вопрос Грузии не решен. И Навальный поддерживает оккупацию Крыма, Навальный поддерживает оккупацию части Грузии, оскорбляя грузин целый, народ он оскорбляет. Все очень сложно. Навальный станет демократическим имперцем-фашистом, говорит Кирефоров. Да, как его, Ельцин тоже был такой. Сложно. Аббат говорит, я думаю, спектакль с Навальным это затея ФСБ совместно с иностранными спецслужбами. Короче говоря, сегодня у нас стрим получился с вопросами, на которые мы не на все можем отвечать. 1,5 часа мы уже смотрим. У них обоих есть весомый компромат друг на друга. Просто сейчас они борются за электорат. Убрать друг друга они не могут, но подготовить почву это можно на случай конференции. Не Западу, а Меркель, Макрону и Путину. Эти трое самые опасные за всю историю человечества. Хани Галили. Но я тебе скажу, Хани Галили, сравнивать Меркеля и Макрона с Путиным, это просто не камильфо, как говорится. Меркель не убивала людей, не взрывала своих граждан, и еще не развязывала много войн, не проводила теракты, и так далее, и так далее, и так далее, 20 лет до бесконечности. Меркель прекрасный канцлер, отличный человек, и то же самое могу сказать по Макрону. Макрон не является ни террористом, ни убийцей. Кем является Путин. Файтер Израиль. Санкции наложили США, а ЕС всего лишь продублировал американские санкции, чтобы самим под них не попасть. Своих отдельных санкций ЕС не ввел. Ну почему же? Вот за Навального сейчас санкции же накладывались, и русские власти обвиняли именно Германию, что они являются, Лавров, например, говорил, что Германия является локомотивом против России.
Короче, у нас много вопросов, которые я с удовольствием почитаю под этим видео, если вы напишите их. Пишите свои версии, будем обсуждать, будем говорить об этом. Это все очень интересно. Посмотрим. Но я знаю, что Навального русские не поддерживают. Хотя любого человека россияне готовы поддержать. Главное, чтобы ушел Путин и была какая-то стабильность и порядок в этой стране. Имеется в виду в экономическом плане. Например, я был наблюдателем, я неоднократно говорил об этом, на выборах президента. И меня от моей правозащитной организации, в которую я чисто из-за своего там товарища попал, и меня попросили принять участие. Я был до этого на выборах, наблюдателем на выборах в Государственную Думу от партии «Яблоко». Я там оказался. И потом меня попросили, так как я все правильно делал, меня попросили участвовать на президентских выборах тоже. У себя в районе, в Крылатском, я пошел на этот избирательный участок. И там меня попросили быть от Прохорова. Есть такой олигарх. И я от кого-то должен был там быть наблюдателем. И мне сказали, что нужно быть от Прохорова. Мне без разницы, главное, что выборы посмотреть, как проходят там, чтобы все это не было фальсификации. Думаю, на моем участке я точно узнаю, кто за кого за как голосует. Так вот, Прохоров миллиардер. Миллиардеров, богачей нигде не любят. Особенно в России всем понятно, что они все воры, казнокрады там и так далее, и так далее. Так вот, у Прохорова было больше на моем участке голосов в процентном соотношении, чем у Путина. Там, в районе 40%, там 38-40, вот не помню сейчас точно, где-то у меня есть фотографии, вот, все это я сохранял. Вот в районе 40% в обоих. И Прохоров даже чуть-чуть опережал. У нас было 3 участка, и на 3 участках одинаково или Прохоров чуть опережал. Прохоров — это олигарх, это богатый человек, который ничего не сделал для России, для русских. Любой человек, я имею в виду, что любая кухарка даже, она выиграет выборы, не говоря уже о Навальном, которого уже так раскрутили, и он жертва. Если сейчас будет любая возможность, честные выборы, честные, конечно, там они вряд ли когда-либо будут, но если есть чуть-чуть ресурс, который у Навального, как мы видим, есть, и та поддержка, которая сейчас оказывается избранному президенту Тихановской, избранному президенту Беларуси, Тихановской, ту поддержку, даже 10-ю часть той поддержки, которую оказывают ей сейчас европейские страны, если окажут Навальному на выборах, то Навальный моментально выиграет эти выборы, как когда-то выиграл их Ельцин. Поэтому выиграть выборы, конечно, он может, но поддержки на сегодня у Путина нет, у Навального нет. Так, как найти Асан? В прошлый раз я говорил, что Запад поддерживает Навального, не хочет развала Рашки. А теперь ты и сам под текстом говоришь это. Запад нам друг или нет? Запад понятие растяжимое. И пускай Рашка не разваливается, как ты говоришь. Я за то, чтобы она не разваливалась. Но тот, кто не поддерживает независимость моей страны, законная моя независимость, тот для меня тот же, то и Путин. Ну, условно говоря, тот же, что делает Россия. Не имеют права нам отказывать, незаконно нам отказывать. А так, пускай не разваливается Россия, пожалуйста, пускай она будет. Но это все равно, что бы ни случилось, как бы ни случилось, и Запад, и Америку они снова предадут, снова обманут. И Навальный предаст, после Навального придет другие спецслужбы, они там, как с Ельциным это произойдет, и опять будет там и захваты, и убийства, и вмешательство в выборы, и коронавирусы, и все остальное. Невозможно с ними договориться, это нужно понять. ЦРУ, там, какие бы договоренности не были там в Англии, там Ми-6, или в ЦРУ, или там, я не знаю, у Лебедева генерала этого КГБ. Что бы вам ни обещали, они вас предадут, они вас кинут. И если вы
не хотите, чтобы вас кидали против вашей страны, начинались вот эти движения, то, конечно, им верить нельзя. Россия, в моем понимании, должна перестать существовать в нынешнем образовании. Нужно разделить. Татарстану нужно дать свободу, Кавказу нужно дать свободу. Для этого уже нужно формировать там группы молодежи, которые будут все это уже сейчас подводить к тому, что мы станем жить в новом мире, где Россия будет состоять из нескольких стран, из нескольких государств. Есть мнение, что Подвалин не хотел попасть под статью, говоря, что Крым не российский, хотя не знаю. Вильпис Инкульта говорит. Ну а зачем тогда грызунами обзывать? Зачем вы хотите там, ну война же была грузинов, весь народ называть грызунами? Это нормально? Что вообще грузины сделали? На своей территории они находились. Рейтинг поднимал. Ходить на русские марши и призывать там не кормить Кавказ, там, как будто они кормят. Высасывается нефть, газ у нас и кормить Кавказ. Не знаю. Ну, Навальный здесь в Германии. Если бы у меня получилось, я бы с ним встретился, пообщался бы, просто поговорить, и я думаю, много чего мне бы ответил бы. Ну, не думаю, что он захочет со мной встречаться. Но мне было бы много о чем с ним поговорить. Асан, значит, ты имперец? Нет, я не имперец. Аслан, дави этих кремлевских книг, Исаак Шмулевич. Машоль, Адам, конечно, буду давить, а что делать? Тихановская. Так, Ичкерия Форе, вообще уже не верится, что в среде политиков Русской Федерации есть адекваты. Собчак тоже довольно политикой Путина на Кавказе. Очень плачевно, если не объявляются вменяемые люди, готовы вылечить свой народ. Так. Хватит быть наивным, хватит говорить, что россияне не знают про рязанский сахар. Знают лучше всех нас вместе взятых. Знают в каждом районе, не говоря о больших городах. От Калининграда до Дальнего Востока. Знают. Так. Как на тебя, Асан, ты несправедлив. Почему только нам свободу? Желая свободы, я хочу, чтобы и другие народы были свободны. Я же понимаю, как и у других людей сердца болят от беспредела, но у них нет сил выйти из рашки. Я с тобой согласен, как найти. Я всегда это говорил и говорю, и татары, и якуты, и все остальные имеют право жить свободно. Я бесспорно. Но я имел в виду, что у нас-то есть государство, оно оккупировано. Если, например, немцы, та же Меркель, она говорит, что Чечня часть России, Чечения часть России, то это нарушение закона. Потому что нет ни одного документа, подтверждающего, что мы являемся частью Российской Федерации. Ну, это противоречит юридической логике, фактам юридическим. Тот же Татарстан или, например, Якутия, они юридически подписали, являются частью России. И в этом плане я имел. Конечно же, я только так вижу это дело. По-другому это решить нельзя. По-другому никак это не решить. Осудить этот ФСБшный режим. Все ФСБ, Лебедев, не Лебедев, все ФСБ, организация должна быть запрещена. Не Лебедева конкретно осудить. Если он не совершал преступление, его не за что осуждать. Или ФСБшников, которые ничего не делали. Нет, само КГБ и все наследие ФСБ должно быть осуждено. И надо набрать новых. Но это очень сложная задача. Посмотрим. Салам алейкум, мой брат. Береги себя, таких как ты мало. Кремлы, Якуб. Ва алейкум ассалам, Кремлы. Спасибо. Алмула. Все будет Ичкерия. Спасибо. Так.
знают и молчат, и слышать не хотят, поэтому надо об этом говорить. Да, Хамзат Гилай, об этом мы поэтому и говорим. Поэтому об этом и говорим. Так, мы уже говорим более 1,5 часов. Сейчас я вам тогда расскажу про Тимура Тумгоева, и на этом мы наш сегодняшний эфир закончим. Тимур Тумгоев, вы знаете, которого Украина выдала России, который получил 18 лет, был во время этапирования избит очень жестоко, применяются к нему всякие меры физического воздействия. Украина никак не реагирует на это. Евгений Енин и Луценко, прокурор, и зампрокурора Енин, бывший, которые способствовали выдаче, находятся, никак не помогают. И я тогда предлагал за счет Енина, их кто-то из моих подписчиков мне об этом говорили, мы это обсуждали, за счет Енина оплачивать, пока сидит Тимур Тумгоев, все необходимые нужды Тумгоева. Так, об этом сообщает Кавказ Реалии, декабрь 12 2020. Высланного из Украины уроженца Ингушетии избили при этапировании. Экстрадированного из Украины в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева избили во время этапирования в колонию города Балашов в Саратовской области. Об этом корреспонденту Кавказ Реалии сообщила сестра осужденного Марина Тумгоева. Она сослалась на источник колонии. Тимура сильно избили, сбрили бороду, побрили голову. Он вскрыл себе вены в знак протеста против издевательств, сказала Тумгоева. Она добавила, что в Балашов Тумгоев был этапирован для выдворения во внутреннюю тюрьму. Перевод этот никак не обосновали. Комиссия не заседала. Во всяком случае, Тимура не извещали. Никаких решений не выдали, добавила Тумгоева. По ее словам, брату раньше угрожали сотрудники колонии и СИЗО, где он содержался. Получить комментарий управления ФСИН по Саратовской области корреспондент Кавказ Реалии не удалось. Там на звонки не отвечали. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал незаконным отказ Федеральной службы исполнения наказания перевести Тумгоева для отбывания срока колонии на Северном Кавказе. Тумгоев также подал жалобу в Европейский суд по правам человека на несправедливый приговор и пытки. Служба безопасности Украины экстрадировала Тумгоева в Россию в сентябре 2018 года. В июне 2019 года Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 18 годам заключения колонии строгого режима. Федеральная служба безопасности РФ обвинила его в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии. Тумгоев утверждает, что никогда не был в Сирии. Вот на этом наш стрим мы заканчиваем. Пишите свои комментарии, говорите, что вы думаете. Давайте сделаем мой канал тем местом, где мы обсуждаем все наши интересные наболевшие темы. Всего самого хорошего. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите. И все будет Ичкерия.